От Дальнего Востока до Западной Европы, от Сибири до Индостана. Много веков назад цивилизация номадов простиралась на десятки тысяч километров. Сегодня племена кочевников стали народами, живущими в независимых государствах, но все они сохранили свою исконную культуру выживания. Как номадические традиции живут в современном мире? Об этом в программе «Этноспорт». Сегодня в программе. Дистанция 25 километров и выше. Споры вокруг Аламан-Байги. Лошадь, ставшая легендой. Мир вашему дому, дорогие друзья! Не знаю, как вы, а я очень люблю мощные быстрые мотоциклы. Например, мощность этого мотоцикла 70 лошадиных сил. Целый табун в одном моторе. А вы знаете, почему мощность двигателя измеряется именно в лошадиных силах? Впервые этот термин ввел в оборот инженер Джеймс Ватт. Сегодня этой единицей мощности можно оценить любой двигатель. Поистине, значение лошади и ее силы в истории человечества трудно переоценить. Любой казах может говорить о лошадях бесконечно. Но так же, как невозможно представить себе номада без лошади, так и представление о лошадях будет неполным без конных скачек, которые мы называем одним емким словом «байге». Истоки байги лежат в глубокой древности. История не сохранила свидетельств, как именно проходили скачки на лошадях у древних номадов. Но точно известно одно – это были скачки на длинные и сверхдлинные дистанции. Именно это отличает сегодня Аламан-Байгу от обычных конных забегов, популярных во всем мире. В отличие от традиционных скачек, протяженностью от 1 до 10 километров, скаковая дистанция в Аламан-Байге достигает 15, 25 и даже 51 километра. В прошлом, по мере приближения лошадей к финишу, зрители начинали громко скандировать родовой клич «Ура!», чтобы поддержать своих наездников. Наверное, излишне будет говорить, что лошадь для древних номадов была абсолютно всем. Другом, средством передвижения, источником питания и даже топлива для очага. Но особенно значимость лошади проявлялась в сражениях с противником. Этот боевой товарищ многократно увеличивал мощь и эффективность всадника. Для казахов байга – это не просто конные скачки. Она обладает особым и даже сакральным смыслом. Поводом для проведения байги в прежние времена и сегодня могло стать большое событие. Например, празднование Наурыза или рождение ребенка, свадьба или поминки. Известны случаи, когда байгу организовывал человек, которому недолго оставалось находиться в этом мире. Байга была его прощальным подарком для соплеменников. Поистине, байга – это связующая нить между прошлым и настоящим, между нами и нашими предками, и, я уверен, потомками. Настя, привет! Здравствуй, привет. 100 лет 100 зим. 100 лет 100 зим. Друзья мои, я хочу познакомить вас с самым известным лошадиным доктором в стране Анастасией Жаткиной. Настя, у меня к тебе ряд вопросов. Первый из них. Скажи мне, в скачках, в байге могут участвовать все лошади подряд или же требуется какая-то специальная подготовка? Ну, конечно, обязательно нужна специальная подготовка. Все лошади никак не могут участвовать, потому что по резвости не успевают, по кормлению это очень сложный процесс. Аламан-Байга 25 километров не каждой лошади дано пройти.
То есть, получается, спортивные лошади, они и кушают по-другому, да? Абсолютно. И живут по-другому, подъем, завтрак. Завтрак, подъем, тренировка. все у них по режиму. У них нету такого, что можно покушать сегодня в 10 утра, а завтра в 11. Нет, у них строгий, жесткий режим, который соблюдается, водопой своевременный, кормление. Настя мне объяснила, что перед началом сезона соревнований из рациона лошади исключают ячмень, пшеницу, все злаковые. Оставляют овес, добавляют яйца, морковь, сахар. В некоторых случаях лошадь кормят даже медом. Кроме того, лошади с удовольствием едят мюсли, которые специально завозят мешками из Польши. Ну и обязательное условие для питания лошади-спортсмена – это витамины. Много витаминов. Мне пришла идея. Я тут на мотоцикле приехал. Смотрю, у тебя конь прекрасный. А может, байганем немножко? Ну, давай попробуем. Посмотрим, что из этого получится. Ну По все, давай. лошадиному кругу, да? На шоколадку. На шоколад. Что, Настя? Чья взяла? Ну, со старта однозначно мой резвее. Твой старт был, это точно. Но потом я даже не видел, насколько ты отстала. Ну, все-таки техника. А так, Ну, в природных условиях все-таки коню можно больше доверять, чем... Я вот- согласен, я хочу попробовать, если ты позволишь. Да, не Чуть вопрос. попозже. Ну, открою тебе один секрет. В этом мотоцикле просто 70 лошадиных сил мощность, поэтому у твоего коня просто не было шансов. Я про это молчал вначале, ты прости. Мы находимся на Кокбастауском ипподроме. Многие значимые скачки проходят именно здесь. Протяженность беговой дорожки 3 километра 300 метров. Кокбастау – это своеобразный эпицентр скакового мира. Здесь сосредоточены основные игроки конного бизнеса. Всего 18 конюшен. В каждой конюшне от 20 до 50 лошадей. Аламан-Байга – это своего рода марафон для лошади и наездника. Тяжелое испытание на выносливость для обоих. Однако в этом виде спорта проявляет свое мастерство не только они. В подготовке лошади большую роль играет коневод Отбеги и бабкет – человек, ухаживающий за лошадью. Он также тренирует ее и наездника. Кто выигрывает скачки? Лошадь или жокей? А к финишу чемпиона приводит жокей. Но он должен быть чемпионом, он сердцем должен быть чемпионом. У него должно быть огромное сердце, у него должны быть мозги у этой лошади обязательно. Очень много думающих лошадей, которые идут, которые думают, слышат дистанцию, слышат жокея. Ну, это командная работа, и нету такого, что вот лошадь сама прибежала или жокей прискакал сам. Нет, это как бы труд многих людей. Это и тренер, это и диетолог, да, это... Да. То есть выигрывает команда. Да, выигрывает действительно команда. Настя мне рассказала, что у каждой лошади свой характер и темперамент. Чемпионами обычно становятся спокойные лошади с сильным характером. Не удивляйтесь, среди лошадей также встречаются свои железные леди и кавалеры. Такая лошадь умеет соперничать, слушать жокея, выждать своего часа, чтобы в нужный момент бросить все силы на решающий бросок. Нам повезло. Мы смогли попасть на тестовый заезд Аламан-Байги. В ней участвуют 4 лошади и 4 юных наездника, абсолютно без стремян, совсем как древние номады. Здесь я вижу зрителей на трибунах. Наездники сделали уже 2 круга. Это финальный круг, и сейчас, наверное, будет финиш. Посмотрим, как реагируют зрители на этот раз. Наверняка у каждого из них есть свои любимцы. Так, смотрим. Это знак. Предварительная скачка впервые вышедших на дорожку лошадей. Здесь нет призов и мало зрителей, но по результату снака можно увидеть, какая из лошадей уже готова выступить на настоящей Аламан-Байге.
Так, лошадей все меньше. Я вижу, до финиша, наверное, дойдут только 2 лошади. Основную часть дистанции в Аламан-Байге лошади проходят со скоростью не выше 25 км в час. И только на финишной прямой резко ускоряются. Здесь скорость может достигать 48 км в час. И вот сейчас мы видим финальное ускорение наездников. Нужно не забывать, что лошади прошли 15 километров вот в таком режиме. Давай, 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 давай! Да! Ну что же, я думаю, победителя видно на старте. Вот этот парень в яркой куртке, мне сразу понравился. Я так и знал, что он выиграет. Для чего существуют вот такие забеги, как сейчас было? То есть сейчас именно показалось, вот рыжая лошадь прошла дистанцию. Вот все. Эта лошадь не может участвовать в длительном забеге. Те, вот из всех 4 лошадей только 2 могут в дальнейшем участвовать в забеге, потому что они прошли дистанцию, которую с них спрашивали. Они здесь прошли замечательно с концовкой. Вот этих лошадей допустят до настоящего забега. Я читал, ваши зарубежные коллеги очень негативно относятся именно к Аламан-Байге, потому что считают это жестоким обращением с животным. Так ли это? Да нет, это неправильно. Они просто не знают всю работу изнутри. Мировой спорт взять. В 50-х годах были одни рекорды, в наше время совсем другие рекорды. Мы работаем с лошадью, вкладываемся в нее. Это очень трудный такой процесс. Именно на дыхание лошади работаем, именно на мускулатуру лошади, на укрепление сердечной мышцы. То есть она проходит в течение полугода практически такой бешеный тренинг, что потом лошадь идет. Ну, вы видели, лошадь идет одним темпом. Не со всей скорости, только в конце финишная прямая, 1500 метров, 1000 метров, только тогда она ускоряется. 10-11 километров прошлый век, я считаю. Они способны на больше. Если мы номады, тогда на море, когда мы говорят, да, и Аламан поднят. Да. Они со временем, они поймут это, они еще будут равняться на наши показатели, я так думаю. Просто чуть-чуть То есть, времени. получается, нам есть чему их научить. Есть. Есть чему поучиться. Лошадь на дыхание, на такую дистанцию пробить, я в России не знаю таких тренеров. Или там, ближайший наш зарубеж любой возьмите, как у нас в Казахстане, в ближнем нашем Киргизстане, как лошади ходят, там им даже не снилось. Они считают это невозможно. Это возможно, нужно работать. Сегодня мы увидели, что байга – это целый мир. Байга – это жизнь. Мы находимся на старейшем и, без сомнения, лучшем ипподроме Республики Казахстан. Мой собеседник Юрий Кищенко, директор ипподрома. Юрий, являются ли конные скачки спортом или это что-то больше? Скачки – это испытание на резвость. То есть в скачках испытывают наиболее резвых, быстрых, выносливых лошадей, чтобы выявить самого лучшего, который будет отправлен в производители или кобыла в матке. Для того, чтобы воспроизводить еще более быстрых и лучших и выносливых лошадей. Ипподром существует так долго, что здесь уже есть представители профессиональных династий. Вот один из них – Иван Орлов. На этом ипподроме когда-то работал его дед, сейчас трудится его отец. Теплая куртка на Иване не случайно. Она помогает сбросить лишний вес. Вес жокея не должен превышать 58 килограмм, и это вместе с седлом и прочей амуницией. Чем легче наездник, тем лошадь быстрее скачет. Именно поэтому в прошлом байге участвовали только дети или подростки, которые скакали на лошадях без седла с максимально возможной скоростью. Сегодня возрастной ценз для участия в байге от 10 лет и старше. Я несколько раз участвовал в мотогонках, но ни разу не выиграл. Но здесь есть один джигит, который, как говорят, выиграл несколько скачек по байге. Я хочу взять у него интервью или просто пожать ему руку. Джигит, одну минуту. Как тебя зовут? Альпек. Я хочу тебе пожать руку. Ты много раз выигрывал байгу. Этого парня зовут Айбек. Он очень скромный. Это чемпион Республики Казахстан, многократный чемпион. Сколько машин ты выиграл? 16 автомобилей выиграл этот парень. Представляете себе? Все. Я не буду ему мешать, он даже не может остановиться, потому что сейчас идет тренировка у лошадей. Ну и он очень скромный, вы сами видите. Победители такие должны быть. Его не догнать. Призовой фонд в байге всегда был щедрым.
прошлом в качестве приза могли выставить отару овец. Сейчас дорогой автомобиль или крупную сумму денег. У наших предков было принято так. Выигрыш доставался главе рода, который распоряжался им по своему усмотрению. Забрать джигиту при себе означало пойти против рода, что для номада было недопустимо. В наше время приз также достается хозяину лошади, который в знак благодарности вполне может вручить жокею выигранную машину. Друзья, это Ерлан Байбатыров, известный коневод и основатель конефермы, на которой выращивают многократных чемпионов лошадей. Ерлан, я слышал о легендарном коне по имени Таскын. Расскажите мне о нем. Тасқын туралы көп айтуға болады. Өйткені тасқын На первый взгляд, это обыкновенная лошадь. До нее были и другие скакуны. ол көп бәйгелерді ұтты. Көп аттар жүгірген бізде. Легета, Сункар, Сұңқар, Еркитай, Жадыге, Бакторо. Не. Но Таскын все-таки отличался от всех. Такие лошади очень редко встречаются. Я очень любил эту лошадь. Таскын был настоящим тулпаром. Он выиграл 12 призов. бас жүлдені. Енді жақсы көретін Чемпионат Казахстана по конному спорту, Кубок президента и многое другое. Қандай ат екен. Тұлпар болған. Тұлпар. Каждый, кто живет в конном мире, мечтает иметь у себя в конюшне такого тулпара, как Таскын. Этот конь за 4 года своей скаковой карьеры лишь дважды позволил себя обогнать. Во всех остальных скачках Таскын неизменно приходил первым. На видео, которое бережно хранит хозяин Таскына, видно, как легко и уверенно он проходит дистанции. С большим отрывом от остальных 60 участников он пересекает финишную прямую и совершенно не выглядит уставшим. А вот в каком состоянии приходят его соперники. Некоторых насильно пытаются дотянуть до финишной черты, другие падают замертво. Шаги, которые они сейчас делают, могут оказаться последними в их жизни. Как я понимаю, основная задача наездника – это прийти к финишу первым. И, наверное, он делает для этого все, что может. И нередко, я слышал, такое бывает, что лошадь после финиша падает замертво. Настя, ты была свидетелем подобных происшествий? Да, такое бывает, но не часто. И это не вина наездника, что он загнал лошадь. Это скорее, что у нас нехватка обследования лошади. То есть мы не можем заранее установить физическую недостаточность у лошади. У нас нет клиники элементарной. То есть мы так визуально, симптоматично можем что-то сказать, что там, да, лошадь себя неважно чувствует, но вот конкретно обследовать мы ее не можем. У нас сосудистые заболевания, поэтому иногда такое бывает. Таскын умер прошлой осенью, и не на беговой дорожке. Причиной его смерти стало желудочное заболевание. Сейчас об этом говорят так: не досмотрели. Похоронили Таскына в могиле, как человека. Отдали последнюю дань уважения легенде конного спорта. Что это было? Это был ки, произведение Нургаси Тилендиева, называется «Аль-Гиса». Это ки как импровизация, написанный в 1982 году. Когда я слышал ваш кюй, вашу игру, бесподобную на мой слух, мое воображение нарисовало прямо степь, горы и коней, которые несутся куда-то галопом. Мне показалось, или это было в музыке? Нет, вы абсолютно правы. Вообще все ки казахские, да, они передают именно образ скачащегося коня, именно степь, природу, казаха, который на коне вот скачет, батыра, да, вот. И всегда определенные ки, как Аль-Гиса, они передают именно этот образ, дух. А вы можете сейчас еще раз повторить именно те моменты, где вот конкретно звучит лошадь? Прямо вот. Повторите, пожалуйста. Сегодня очень эмоциональный день, настоящее приключение. И я вспоминаю замечательные слова Дукенбая Дозджана.
Какой казах не встрепетнется, услышав звонкокрылое слово «байга»? Байгу казахи ждут, как выжженная степь дождя, и лишь скакун утешит душу степняка. Байга – это состязание вне времени. Она была, есть и будет. Она в нашей крови. Она проявление души намада. Безудержной, как породистый скакун, и бескрайней, как наша степь. Эх!